особенно полы и стены. Вся улица превращается в холодильник. Шок. Зима 2020. Обморозить свои щеки нафиг. О боже, как будто, блин. В экстремальных ситуациях, да, вообще солнца не видно. Ой. Привет, меня зовут Аина, и я живу в Якутске. И сейчас 18 декабря, и сегодня 38 градусов. Очень жаль. Однако 2 дня назад, это 16 декабря, было минус 50. Хочу рассказать немного о жизни в таком холодном месте. Я знаю, что сейчас все поголовно снимают такие видео. Я не планировала это снимать, но я пробую новые форматы и надеюсь, что будет интересно. Я догадываюсь, что не везде есть такая температура, как минус 50, и поэтому это уже шок. Как это ощущается? Что мы чувствуем? Я сейчас сижу в кофте, очевидно, у меня дома холодно. Скажу честно, что большинство зданий, домов, квартир в Якутии, ну вообще минус 50, бывают очень холодными. Особенно полы и стены. Возможно, все слышали, что большинство зданий строится на сваях. Почему это делается? Здания, которые стоят на сваях, это делается именно из-за мороза такого сильного. Хорошо объяснила. Сейчас сижу за монтажом и объясню получше. Я немножко разобралась в этой теме. Первый факт — это то, что вот такие морозы и погода резко континентальная, то есть минус 50, а летом плюс 30. И поэтому первое правило крайнего севера: под землю ничего нельзя закапывать. То есть все коммуникации, трубы и теплотрассы проходят над землей и становятся частью городского ландшафта. Именно поэтому все здания в Якутске также стоят на сваях, чтобы тепло от домов не подтапливало вечную мерзлоту. Вот. Надеюсь, немножко объяснила. И еще интересный факт по поводу свай. Из-за той же, опять же, вечной мерзлоты в Якутске вместо подземных парковок стоят парковки на первых этажах домов. То есть под землю у нас ничего практически не закапывается. Вообще минус 50 очень удобно, потому что вся улица превращается в холодильник. В минус 50 даже можно рыбу заморозить, там оставить на несколько дней, может даже на недельку, и все, рыба будет просто, она стерилизована. Все эти вот червячки, вот эти вот плохие всякие вот микробушки, они уже умрут, потому что минус 50. Еще очень удобно в минус 50 градусов не выходить из дома. Конечно, школьникам очень круто, когда спают морозы, минус 50, можно не учиться. Чаще всего в минус 50, по моим наблюдениям, ветра нет вообще. То есть просто очень холодно, и в принципе и все. Как вы можете, наверное, заметить, везде есть даже такие тиктоки, инстаграмы, сторизы, где вы можете смотреть, что вообще ничего не видно. И это правда. Зимой чаще всего машины сокращаются на дороге, потому что очень опасно водить в такую погоду, где вообще ничего не видно. Туман, он очень густой. И самое страшное, что фар в тумане не видно, почти нет. И если машина едет вообще без фар, и это прям, жесть, это машина-призрак, это сразу просто. Зимой у нас типа минус 50. О боже, как будто, блин, жесть. Кстати, вы заметили, я ни разу за это видео не попросила поставить лайк или же подписаться на мой канал. Самое время это сделать. Какой факт я еще могу рассказать, что происходит, когда ты живешь в минус 50? Если вы выходите на улицу, это нужно прям целый ритуал. Обязательно в твоей одежде должны быть теплые штаны, желательно ватники, и пуховик, и шапка, и обязательно шарфик, и унты, просто унты one love. Ходить в такой мороз в каких-то ботинках утепленных, зимних, не получится. По крайней мере, долго. Спасают только унты, шерстяные носки. Итак, я собираюсь в магаз, который находится у меня под домом. Обычно я выхожу сразу, накидываю пуховик и все. Бываю только тогда, когда я хожу в далекие места. Пошла за кофтой.
Ничего нормального не нашла, поэтому сегодня будем как бить чаем. Гребаные соседи. Вот про что я говорила. Ой. А чё я добираюсь так, как будто... Не знаю. Так, что я делаю-то? Карта. Где же моя карта? Моя карта. Но на самом деле еще нужны варежки. Но это не мои варежки. Я показываю вам наглядный лук. Зима 2020. Еще так? Ну, пошли. Ну что за фигня? И везде я читала такие статьи, как выжить в минус 50, экстремальные условия в минус 50. Когда я читаю такие заголовки, я такая, о, чё мы такие экстремалы? Уху, минус 50 где-то, какой экстрим, алло. Никакого экстрима в моей жизни, по крайней мере, нет. Конечно, у вас есть риск обморозить свои щеки нафиг. А еще, если вы пешком, ходите быстро. Если вы на машине, это отдельная история, ситуация. Я уже упомянула, что зимой обычно машин становится мало. Но те экстремалы, да, те люди, которые решили оставить на зиму машину, чтобы зимой ехать на машине, им приходится либо покупать гараж, либо арендовать гараж. Ну, с этим все понятно. А тем людям, которым не достались гаражи или что-то такое пошло не так, и они остались без гаражей, у них есть портативный гараж. Почему-то обычно портативный гараж называют Наташка. Они надевают Наташку на всю машину, и все. Наташкой одной не обходится. Нужно обязательно утеплить машину, чтобы... Не дай бог, если ты заморозишь свою машину зимой. Обычно машина оставляют заведенной. Не надо выключать машину. Наташечки. Вот, например, пример идеального портативного гаражика. Фокус. И да, чаще всего там написан номер машины, потому что у всех одинаковые как бы эти гаражики. Хочу отметить, что такое явление в виде снега на окне очень частое. И мне кажется, этот цветок уже помирает. Польем немножко. А еще зимой очень быстро темнеет. Прям сегодня я утром встала в 8, было как будто ночь. Где-то к 10, к 9 примерно начало светлеть. Так свет продержался до 3 часов и все. Все остальное время нет солнца. И вообще сейчас такая погода, где вообще солнца не видно. Все закрыто облаками, туманами. Вообще непонятно, сейчас солнце есть или нет, день или ночь. Ой. Я закончила снимать видео. И сейчас почти 5 часов вечера. И сейчас улица выглядит примерно так. Кстати, сегодня тумана маловато, конечно. Но 5 часов вечера и уже, как вы можете наблюдать, как-то темновато. Обязательно в экстремальных ситуациях, да, как вы говорите, есть такая классненькая штучка, как обогреватель. Дует теплым воздухом. Плюс-минус хоть какой-нибудь обогреватель дома в Якутии, наверное, будет. Потому что, ну, иногда бывает так холодно, что, ну, камон. Это уже перебор. Так, я намочила джинсовую ткань. Собираюсь ее заморозить. Ну, короче, делаю так. Ну, сорян, не на что было вешать, поэтому... Вы чё? Давайте мы ее рассмотрим. Так, ну что я вам говорю? Блин. Она успела растаять, пока я снимала куртку. Но я вам реально говорю, она могу сейчас порвать. Ну так, конечно, она уже не порвется. Ну, короче, вы меня поняли, да? Эксперименты с мыльным пузырем и с тканью у меня нифига не получились. Из жизни фотографов, ну и тех людей, которые пользуются телефонами, камерами зимой. Вы ими не пользуетесь.
потому что очень холодно. Ладно, если у вас есть несколько аккумуляторов, все равно вот камера будет садиться за этим моментально. Я скажу даже больше, за эту зиму я съела намного больше мороженого, чем ела летом. Ну все, вроде я перечислила все такие плюс-минус факты, которые меня окружают зимой, типа наш образ жизни, да. Хотя я из дома почти не выхожу, потому что дистанционка, минус 50, нафига. Надеюсь, я вам рассказала образ жизни в минус 50. Надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, я хотя бы то... Ладно, кого я обманываю? Я перерассказываю все то, что уже было. Ну, камон. Ну и на этом я завершаю свое видео. С вами была Аина. Пока.